на эссехе, когда мы встаем вот в эти большие хороводы, осохой произносится благовест, если по-русски говорить, да, на якутском языке «Цахам сирая уруй айхал». «Да здравствует и процветает якутская земля». Связь с Якутией поддерживаю практически в ежедневном формате, потому что у меня в Якутске живет мама и многие друзья, так что созваниваюсь, списываюсь, в том числе по видеосвязи. Так что то, как обстоят дела, какая погода в Якутске, я знаю практически каждый день. Я в свое время в 90-х годах обучался в Москве и, в общем-то, был вхож, скажем так, в постпредство. Я родился в городе Мирном. Он считается алмазной столицей России. Затем мы с родителями переехали в Иркутскую область, затем в Ростовскую область, потом я оказался в Москве. Поэтому события, связанные со своей родиной, я не просто посещаю в Москве, но являюсь организатором таких событий. Я думаю, я в Якутске, наконец моя мечта сбылась. ДП-1, ДП-2, все на своих местах, все как раньше. В общем, мой сон стал явью. Что для меня Якутия? Якутия это моя родина. Якутия для меня это огромная часть моего сердца. Представителей Якутской школы журналистики на федеральном уровне можно встретить на самых разных позициях. И на Первом канале, на телеканалах «Царьград», «Россия. Культура», «Москва-24» и в большой прессе. Несмотря на расстояние, коллеги не теряют связи с малой родиной. За большую любовь к родной Якутии и ко всему якутскому их называют неофициальными амбассадорами Якутии в федеральных СМИ. Оль, привет. Наши люди в российской Сколько лет, газете. сколько зим. Наши люди в российской газете. И тут, и там российская газета, конечно. Я в российской газете с 2005 года. То есть это уже, страшно сказать, да? Мамонт, можно сказать. То есть я вообще Якутск считаю Якутию своей второй родиной, действительно, где прошло мое становление, потому что действительно и взросление, и там моя трудовая биография началась именно в Якутске, потому что там я закончила Якутский госуниверситет имени Амосова, филологический факультет, отделение журналистики, это кафедра Олега Дмитриевича Якимова. Мы с тобой у него как раз и учились. Уже 94. Да. Наш как раз наш второй выпуск. И у нас действительно легендарный выпуск, не побоюсь этого слова, потому что все как-то нашли себя. Мы до сих пор все, по-моему, в одном чате общаемся, постоянно обмениваемся новостями, главное, поддерживаем друг друга. Вот это же самое ценное. Но волей-неволей я как бы с Якутией, как и со всеми регионами, постоянно на связи, потому что сейчас... Во-первых, это связано с твоей профессиональной работой. Ну да, потому что я редактор отдела корреспондентской сети. Что это значит? То есть у нас вот 31 филиал от Калининграда до Сахалина. Якутия это тоже входит в зону моей деятельности, скажем так. У нас в Якутии есть свой САПКОР, Мария Сергеева. С Якутией я и лично постоянно на связи поддерживаю, стараюсь поддерживать и не терять эту нить, потому что для меня она очень дорога. Вот вы видели даже в моем кабинете, есть какие-то даже атрибуты. Там тот же у меня чурон стоит рядом с моей главной наградой. Российская газета «Паровоз года» стоит чурон, как напоминание о том, что откуда я, что я из Якутии. Именно Ольга Бухарова, журналист «Российской газеты», автор неопубликованного интервью первого президента Михаила Николаева. Предполагалось, что это будет юбилейное интервью, которое, к сожалению, не вышло в силу разных обстоятельств. Я о нем вспомнила, как только увидела эту новость о том, что его не стало, я вспомнила об этом интервью. И мне показалось, что будет, наверное, преступлением, если его не увидит читатель, его не прочитают. И спасибо тебе, что ты сразу отозвалась, и только благодаря тебе все это как-то сложилось. И это интервью увидело свет, то есть оно было опубликовано. Я приехала, помню, тогда это был выходной день, приехала ради такого случая в российскую газету, чтобы в своем рабочем компьютере найти это интервью, и дать ему свет. В Якутии я работал на НВК «Саха», пришел туда после университета корреспондентом, потом я стал ведущим, потом шеф-редактором и работу там закончил руководителем информационного центра НВК «Саха». Мероприятия постпредства, к сожалению, посещаю очень нечасто, потому что всегда в Москве, в большом городе, не хватает времени. Либо командировки, либо еще что-то. Но
всегда слежу, кто приезжает, кто выступает. Особенно интересуюсь культурой, музыкантами, спортсменами, ну и, понятно, якутскими фильмами. С добрым утром, уважаемые радиослушатели! В эфире СТВ Радио я, зовут меня Бабар, и, как обычно, мы начинаем день с бодрости, энергии и отличной музыки. Московский офис бывшего радиоведущего СТВ Радио Вадима Лапарова «Кухня в обычной квартире». Радиодиджей успешно переквалифицировался в тревел-консультанта и признается, что готов работать из любой точки мира. Главное для Бабара – доступ к интернету. Я в свое время напутешествовал так, что прямо ого-го, огромный опыт. Приходилось выбирать какие-то бюджетные варианты. И я сейчас знаю вот прямо все о способах путешествий. Да, я занимаюсь туризмом и получаю от этого огромную ответную реакцию. То есть, во-первых, люди мне благодарны, потому что действительно я нахожу такие варианты, что прямо самому не верится иногда порой. Меня зовут Юрий Пронько. До момента, когда я уехал из Якутии в Москву, я был первым заместителем директора, главным редактором телерадиокомпании «Алмазный край» в Мирном, одной из крупнейших медиа-холдингов, медиаресурсов на тот момент в Республике Саха-Якутия. При слове Якутия, при слове Республика Саха у меня моментально и воспоминания всплывают перед глазами и в моем сознании. А самое главное, невозможно вычеркнуть из своей жизни более 30 лет. А именно 30 лет с лишним я прожил в Якутии. Это родина. Это родина моих детей. Это родина тех идей, которые у меня рождались. Это родина моей семьи. И все, что связано с Якутией, оно всегда в сердце, несмотря на вот эти расстояния в 1000 километров. Я работала редактором телерадио новостей НВК «Саха». 16 лет там работала, 2 года работала в Национальном центре «Семях». Связь с родными и близкими из Якутии поддерживаю через интернет, через соцсети. Там активно рассказываю про свою деятельность. Все мероприятия, которые проводит наше посредство, стараюсь посетить. Александр Ильин, газета «Якутия». Владимир Владимирович, вопрос такой. Мост через реку Лену якутянам, он очень нужен. В 2018 году я участвовал в пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и мне удалось задать вопрос о строительстве моста через реку Лену. В данное время ведется его активное проектирование, и, как мы можем сейчас наблюдать по новостям, мост будет построен. Владимир Владимирович неоднократно об этом говорил на совещаниях. И, конечно же, это благополучно и позитивно скажется на уровне жизни моих земляков. Занятость 24/7. Всегда в центре самых значимых событий. Наши коллеги не забывают и о родной республике. Для многих из них Якутия – место силы, начало большого пути, дом, куда всегда хочется возвращаться. Защищать интересы республики для журналистов из Якутии – часть их профессионального и человеческого долга. Что для меня Якутия? Якутия – это моя родина. И, конечно, я ею безумно горжусь. И мне кажется, чем взрослее становлюсь, тем больше начинаю ценить то место, в котором я родилась. И в любой точке мира, когда меня спрашивают, откуда ты, я всегда говорю, что я из Якутии, несмотря на то, что в Москве прожила, наверное, большую часть своей уже сознательной жизни. Во времена, когда было у меня детство, значит, взросление, радио всегда работало в комнате, в квартире. Так вот, фраза моих коллег, которая, кстати, может быть, и стала мотивацией в выборе моей профессии в дальнейшем журналиста, фраза «говорит Якутск», якутское время 7 часов и 5 минут, потому что якутские новости начинались после выпуска новостей Всесоюзного радио. Да? Для меня это вот прям мурашки по коже, это то, что меня связывает по сей день. Якутия для меня это самое любимое, самое теплое, дорогое место на земле. Я постоянно на связи со своими земляками, то есть у меня, как я уже сказал, очень много друзей, очень много коллег по работе, ну и, конечно же, непосредственно по нынешней своей работе я общаюсь с огромным количеством якутян. Если кто не был в якутском постпредстве в Москве, обязательно зайдите. Шикарное здание, абсолютно
крышесносный интерьер внутри, ну, то есть очень и очень красиво. Я очень ждала этой командировки в Якутск, вот честно скажу. Ну, представляете, вот с 2005 года, то есть я 20 лет не была в Якутске. Я так тосковала, она мне во сне снилась, Якутия, вот честно скажу, несколько раз. И были такие сны, что я как будто вот сама беру билет в пятницу после работы, еду в аэропорт и лечу в Якутск. И, наконец, этот сон стал явью. Я очень рада, что я побывала в Якутске и надеюсь, что будет такая возможность в командировку, а может и не в командировку, еще раз полететь в Якутск. И, может быть, даже не в Якутск, может быть, в Нерюнгри, может быть, в Алдан или еще где-нибудь побывать, чтобы вот с родной Якутией снова встретиться. Что для меня Якутия? Вот Якутия для меня – это огромная часть моего сердца, родное место, куда я стремлюсь всегда. Я уже 20 лет там постоянно не живу, объездил порядка больше 25 стран, но тем не менее как бы это место, куда хочется всегда возвращаться. И я думаю, что у нас с Якутией взаимно. Я люблю Якутию, Якутия любит меня. Важно именно иметь обратную связь, важно иметь возможность информировать людей. А где ты работаешь, профессионально работаешь, в Мирном ли, Якутске ли или в Москве, на самом деле суть не меняется. Главное, это вы, зрители, слушатели на радио, читатели у печатных, ну или сейчас электронных, да, медиаресурсов. Вот это самое главное в журналистике. Добрый день, уважаемые якутяне! Всех телезрителей канала НВК «Саха» приветствуем мы, собственные корреспонденты национальной вещательной телерадиокомпании «Саха» в Москве. Наталья Викторовна Сазонова – одна из самых узнаваемых дикторов «Золотой голос республики». Оказавшись в 1978 году в якутском телевидении, она на долгие годы стала его лицом. Наш сегодняшний новогодний репортаж – это как поздравительная телеграмма из самого сердца страны. Наталья Викторовна вела новостные программы, развлекательные передачи. Ее голос доносился с экранов телевизоров каждой якутской семьи. В эфире корпункт НВК «Саха» в Москве. В 1996 году ее направили в Москву. 23 года Наталья Викторовна руководила корпунктом НВК «Саха» в столице. За последнее время здесь, в столице, прошло несколько событий, которые имеют непосредственное отношение к нашей республике. И сегодня она вновь в эфире родной телекомпании. Немножко волнительно брать интервью у своей коллеги, у мастодонта нашего телеканала, у своего учителя. Очень приятно. Ну, спасибо тебе за такую оценку, за такие слова. Да и мне волнительно, потому что я-то привыкла быть всегда по ту сторону кадра, а не по эту. Сегодня я в другом качестве. Сегодня новая амплуа. Может быть. Расскажите, пожалуйста, когда началась ваша карьера на телеканале, якутском телевидении? Ну, это вот был 78-й год, по-моему, да, 78-й год. Так, и я начинала диктором, и сюда я приехала, работая только диктором, а уже здесь началась настоящая журналистика. А что касается там была очень такая стабильная, такая подготовленная, профессиональная дикторская группа. Всего было человек, наверное, 8-10. Вот взяли меня. До того Женя был Кочергин. Женя уехал, место освободилось. Стали искать мужской голос. Ну, нашли женский. Вот так я и начала работать. Суфлеров не было, но у нас были папка с текстом. Вот про первые передачи могу сказать, когда я начала работать, вот одна передача, дали тебе текст, ну, конечно, запомнила. Вот вторая передача, конечно, третья, а потом на летучке, ну, я не была на ней, секретарь Алексеевна сказала, вот девочка, которая начала у нас работать, как хорошо, она работает без бумаги. Я-то просто не знала. Я не знала, что бумагу можно положить. Я этого не знала, поэтому я и учила все наизусть. Вот. А оказывается, потом мне, так ты положи этот лист, зачем ты? Оказывается, как просто. Вот после 4 передачи я, а потом-то я текст положу и чинно так это.
Поглядываете, да? Конечно, конечно. А это даже очень хорошо. И вот 1996 год, вас переводят в Москву, и здесь по инициативе как раз-таки Михаила Ефимовича Николаева образуется, создается московский корпункт. Да, но дело все в том, что наша семья переезжала в Москву в то время, все это знали, и Михаил Ефимович тогда сказал, что «а что можно там сделать?» А что, мы спрашиваем, мы же еще не знали, все мы, телевизионщики, кто был рядом. А он говорит, ну, чтобы что-то, те шаги, которые делает республика в федеральном центре, были показаны на якутском телевидении. Все вот таким образом и открылась эта контора. Естественно, нам определили здание постпредства, дали кабинет. В это же время, как только я сюда переехала и получила кабинет, в котором ничего не было, ну, мы быстренько насобирали шкафы, стулья, да. В целом о якутянах что тогда думали? Вот вы шли, брали интервью у какого-нибудь высокопоставленного знаете, человека. Да, я понимаю, но о республике всегда говорили очень высокие фразы, потому что они видели, как работает Николаев, они видели, что он делает, они видели, какие у него результаты. И поэтому о республике никто никогда за время моей работы не сказал отрицательного слова. Никто. Даже когда был потоп в Ленске. За все 23 года я практически помню каждый сюжет и все абсолютно темы. Вот абсолютно. Я не могу сказать, что это больше всего, это меньше всего. Другое дело, что были проходящие какие-то сюжеты, да? Но все равно я их помню. Наталья Викторовна отработала на якутском телевидении 41 год. 23 из них посвятила корпункту НВК «Саха» в Москве. Она была его голосом и лицом. И то, что было создано тогда, востребовано и сейчас. Наталья Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Мы готовились. Спасибо Можно большое. ваш взгляд? Спасибо. Спасибо. Ой, огромное вам спасибо. Прекрасно выглядите. И за такой комплимент тоже спасибо. Ну как вам отдых наш? Вот поменялось что-то? Да вы знаете, конечно, поменялось практически все. Туярочка, ценю твой вкус. Наталья Викторовна – это, конечно, легенда якутского телевидения. И это действительно так. Она проработала очень много лет и отдала все свой талант, свой голос, свой креатив для того, чтобы якутское телевидение вышло на какой-то новый уровень. И вот мы сейчас являемся ее преемниками здесь, в Москве, работаем в московском филиале НВК «Саха». И, конечно же, здесь все пропитано ее энергетикой. Удивительно, что она очень креативная женщина и талантливая, и ее идеи мы используем до сих пор. Это просто невероятно для меня, потому что тот формат передач, который она придумала, мы продолжаем. Это знаменитые, например, новогодние выпуски, которые смотрят все, которые ждут, которые, конечно, немножко трансформируются, но все равно эта вот идея, она была придумана именно ей, и это, я думаю, что просто классно. Это просто высший пилотаж, что твоя программа живет. 26 лет филиал существует. И ну да. Больше половины, это 23 года, мне даже меньше, больше. В общем, связано с вами. Поэтому я эти моменты очень ценю, потому что я это чувствую. же, да, это же так, этот человек посвятил, получается, всю жизнь и служил телевидению, якутскому телевидению. Спасибо телевидению, что меня взяли туда служить. Наталья Викторовна – это человек, легенда на нашего телевидения, якутского телевидения. И всегда было важно знать ее мнение. Вот она следит за нами, я точно знаю, что она отслеживает все наши материалы, и ссылочки я частенько ей пересылаю. И всегда мы получаем одобрение, какую-то вот поддержку, какие-то вот новинки, ребята, которые вот появляются в передаче, она всегда их увидит, отметит и обязательно скажет «молодцы». Вот в этом роль нашего наставника, Наталья Викторовна, она бесценна. И, конечно, я очень сильно благодарю Наталью Викторовну, ребят, которые сегодня работают в филиале. Это очень сильная команда. Мне, считаю, что очень повезло. Вы смотрите наши сюжеты?
я что-то смотрю. Вы сами все очень самодостаточные, вы сами все интересные. У вас время сейчас другое. Все хорошо, все правильно. Я довольна, что корпункт есть, что он работает, что сохранилось его лицо. Конечно, я довольна сегодняшнему поколению журналистов. Только самое вот наилучшее пожелание. Какого характера? Работайте, учитесь сами и любите своего зрителя. Тогда будут любить вас. Вот и все, дорогие друзья. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Это как поздравительная телеграмма из самого сердца страны. На этом наша программа подошла к концу. Мне остается только попрощаться с вами и пожелать всего самого-самого доброго.